Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно» на канале Якутия-24 и я, Петр Цыпандин. Мы, как обычно, находимся в гастростудии ресторана «Мусхая». И к нам пришел сегодня в гости необычный гость. Ильдар Гимадиев. Ильдар, приветствую. Ильдар этноблогер, музыкант, хомусист, наш гость из Казани, из Татарстана. Правильно все? Да. Да, всегда забываю это сказать, поэтому сразу говорю. Ильдар, спасибо, что любезно согласился быть гостем моей передачи, это первое. Второе, так как у нас все-таки концепт это музыкальное, кулинарное ток-шоу, с чем ты к нам сегодня пришел и что ты будешь готовить? Мы будем готовить татарское блюдо чак-чак. Чак-чак, но его все знают, да? Она татарская. Да? Хорошо. Был опыт его приготовления? Нет, вот как раз хотел вместе с вами приготовить первый раз. Ты, оказывается, очень храбрый человек. Да. Да, сразу в телевидении и сразу первый раз. То есть вполне может случиться такая ситуация, как первый блин комом, да? Ну да. Может такое. Ну я думаю, вы мне поможете. Ну, я своими силами, да. Получится. Я один раз видел, как жена меня готовит, она меня лучше готовит. Почему-то все друзья думают, что раз уж я ведущий кулинарного ток-шоу, то я умею готовить. На самом деле это не всегда так. Я умею готовить простые блюда. Чак-чак я тоже ни разу не готовил. Но у нас есть рецепт, у нас есть некоторые технологии, и у нас есть сила духа. Давай начнем. И параллельно сразу рассказывать. Да, с чего нужно начать? Начнем мы с муки. Так, она уже подготовлена. Замешаем туда пару яиц. Так. И дальше в потоке уже будем добавлять все ингредиенты. Ага. И в конце у нас получится чак-чак с медом, сладкий. Сладкий, да. Вкусный. Это такой татарский гарнир. Но он, между прочим, известен же практически на весь мир, да? Ну да. Это такая горочка, политая медом, да? Угу. Ну что ж, давай начнем. И ты начинаешь что-то делать, а я задам традиционный вопрос, который всегда своим гостям задаю. Это такая небольшая визиточка, тем более ты наш гость, да, в Якутии. Расскажи, пожалуйста, немножко. Ну, начинай рассказывать о себе, откуда родом, ну, то есть с Татарстана, где учился, что, у кого. И мы это называем как я дошел до жизни такой. Ты параллельно можешь начинать. Правильно начинать. Да. Так, это сложно для меня. Да? Ну, или давай как сделаем, да. Ты мне говори рецепт, а я что-то буду делать, да, Ну, а ты рассказывай. Можно? Ты сказал, что 2 яйца нужно. Да, добавляем 2 яйца Ага. и замешиваем. Так, это я умею. Я приехал из Казани, из Татарстана. Учился на финансиста, искал себя, можно сказать, в разных направлениях, в сфере финансов. Ну, школу закончил в Казани. Да. Школу также закончил в Казани. И дальше судьба меня привела к музыке, потому что душа лежит к музыке, к творчеству. Вот. И я стал играть в группе на гитаре, на барабанах. Вот потом Это в школе уже было? в колледже, наверное, да? в В колледже? и в институте. Ага. А родители не музыканты? Родителей нет, они, ну, у меня отец предприниматель, мама экономист, вот, и как-то вот пошло дело по музыке. Да, а как так получилось, что именно музыка? Чем ее завлекло, так скажем? Ну, то, что именно душе, по душе это лежит направление. Душа поет. Да, душа поет. Вначале это было как хобби, то есть я играл в молодежной группе. Да, тем более гитара освоил, да? Да, освоил гитару, барабаны, бас-гитару. Вот. Потом неожиданно в руки ко мне попал хомус, варган. Как бы меня вдохновило видео на ютубе одного музыканта, Бион Кай его зовут. Он играл такую нестандартную музыку, современную под биты на хомусе. И мне это очень зацепило. Вот такая нетрадиционная
экспериментальная игра. Вот очень динамичная, танцевальная. Ну, сейчас вообще же очень много коллабораций, да, вот в 90-е годы даже под электронную музыку хамус, да, накладывали всевозможные такие. Да, да. И вот получается, это все очень так вдохновило. И я купил себе хамус первый, ну, самый простой, вот, и начал заниматься потихонечку. Вот. Потом уже в процессе Ну, я благо слух понял. уже был, получается. Да, Если на да. гитаре все играл, но слух есть. Ну, небольшая предрасположенность, да, была. Вот, я начал заниматься, потом приобрел себе получше хамус, покачественнее. Просто оказалось, что это тоже очень сильно влияет на развитие в этом направлении. То есть, если хамус качественный, тогда... Ну, конечно, да, уже- звук извлекается получше, да. Да, после того, как я приобрел более качественный хамус, Ну, второй уже, который, да, ты говоришь? да, освоение пошло более интересно, там открылись более многогранные звуки, ощущения в теле, более медитативные, более глубокие. И тогда меня уже это направление очень сильно зацепило. Я понял, что это непростой инструмент, многогранный, он дарит возможность людям открывать медитативные способности, развиваться духовно в том числе. И я начал изучать эти моменты. Сначала интуитивно, просто пропуская через себя в потоке, изучая на уровне чувств. И потом я понял, что можно это дело также показывать другим людям, обучать игре. Вот что я как раз и начал делать в Казани, обучать. Ну, то есть желающие группах. даже появились. Да. Подожди, ну вот ты начал играть, да, допустим, начал играть, и как, уже выходил на концертные площадки или как? Каким образом? Ну, ты- сначала я экспериментировал, сначала пробовал писать музыку, и получалась электронная музыка с варганом в стиле электро, хаус, техно, транс, вот такие Ну вот вот стили. я про это и да, потому что я тоже в молодости, скажем так, ну кто говорит с электронной музыкой, да, мы все ходили в клуб электронная музыка, тогда, ну как раз популярность такая, да, приобретала свою. И я вот там слышал, что, оказывается, есть такой целый пласт, ну этномузыка, да, разные музыки соединяют. Вот, то есть ты, получается, один из чуть ли не зачинателей, наверное. Я думаю, кроме меня тоже уж и были люди, и есть. Вот, ну, я своим путем, в общем, развивался в этой области. Вот, потом уже начал делать более качественные композиции и обучать людей игре. Потом уже и онлайн начал в процессе обучать. Участвовать также в ярмарках. Там тоже обучал. И продавал эти хамусы на ярмарках. А, продавал, в смысле, уже и сам начал делать? Нет, еще не делал. Я тогда еще сотрудничал с разными мастерами. Которые вот. специально для тебя хамусы делали? Ну да. Ага, а их же вообще, я вот смотрю, ты с собой принес какую-то часть, это те, которые ты сам уже делаешь? Да, да. Ага, а их же просто великое множество. Да? Да. Якутские хамусы, например, да, ну это тоже один из наших национальных инструментов. Да, конечно, о якутских хамусах я тоже наслышан. И считаю то, что якутские мастера, они, можно сказать, родоначальники такого качественного очень звука, где делается по очень правильной технологии. И, соответственно, многие мастера, мне кажется, стремятся к качеству хамусов в Якутии. Да ладно. Вот, да. Спасибо, респект. Вот, ну я, в принципе, тоже, да. И вот, кстати, я стал делать их вот не так давно, с 2019 года, вот уже 3 года. Вот, и хочу сказать, что нелегкое это ремесло. 3 года всего, да, прошло? Да, да, да. Нелегкое это ремесло. Вот. Постоянно нужно совершенствоваться, так как на звук влияет очень много факторов.
Ну, в первую очередь металл, да? Материал, наверное. Материал тоже, да, влияет. Потом геометрия язычка, она может быть разная. То есть там плюс-минус, если 0,01 миллиметра где-то не туда шагнешь, Микрон ушел, все. Да, уже звук ушел, да? Да. И очень такой звук капризный, и его нужно ловить вот на микронах. Вот. Ну и, соответственно, я, конечно, один вот не смог осилить прям вот полностью весь цикл изготовления. Я набрал команду единомышленников, и мы вместе делаем каждую свою операцию в изготовлении. Вот. И таким образом мы то есть добились... это такой своего рода конвейер, да? Ну, можно сказать, Да, такая творческая мастерская, где единомышленники заняты одним и тем же делом, развиваем хомусную культуру и, скажем так, и, соответственно, зарабатываем, то есть занимаемся непосредственно рабочим процессом. Вот. И таким образом у нас получилось изготавливать качественные инструменты, которые проходят тройной контроль качества, и в довольно быстрые сроки можно, то есть у нас есть из-за этого для многих желающих есть наш инструмент в наличии. Вот. И так вот мы развиваемся уже вот 3 года с мастерской. Все это идет своим путем. Ну, классно. А у нас же вот фестиваль, да, сейчас будет? Вот, Да, собственно, куда ты приехал? Да? Да, я приехал на фестиваль «Виртуоз мира», хомусистов «Виртуоз мира». Очень интересный фестиваль, международный, участвует 9 стран, 11 регионов России. И классно то, что этот инструмент между тем что-то и этот получилось у нас. конкурс, да, здорово. Ну, То, что надо. Так как должно Колобок, быть? да, колобок сначала да, получается, колосок, потом и он должен подойти, чуть-чуть он полежать. его, да, его нужно минут 20 полежать. полежать. Да, он должен прийти в себя. Соль тоже, да, Соль, добавлял? соль я положил, да. Соль положил, Отлично. сливочное масло. Ну, собственно, вот такое должно, по-моему, получиться. Ну, первый раз, но получилось. Пусть полежит. Да. Так. Я пока ручки протру. Да, вот еще раз возвращаясь, да. К фестивалю. Фестиваль фестиваль хомуса «Виртуоз мира» очень интересный фестиваль. Он собрал международную команду, и он объединяет, мне кажется, людей вокруг творчества, вокруг созидания. Энтузиастов и единомышленников, скажем так, да? Да. И, соответственно, он таким идет моментом, что объединяет, и люди собираются, творят, обмениваются опытом. Мастер-классы, Вот. наверное, будут проводиться обязательно, да? Да. Что включено в программу вообще фестиваля? Концертная программа, конкурсная программа. То есть вы еще и соревноваться будете? Да, будет. Да, кто лучше играет, кто лучше, у кого лучше хомус, да? Будут две композиции нужно исполнить, традиционную и современную. И будет жюри международное оценивать, ставить, наверное, какие-то оценки. И потом выбирать уже победителей различных. Вот. Ну ты бы, наверняка ты приехал за победой только. Как? Приехал только за победой. За победой? Ну, нет, в принципе. Или как олимпийской главной части. Мне давно уже хотелось приехать в Якутск, в Якутию, потому что очень вдохновляет вот именно ваша природа, ваше увлечение хомусами. Вот, мне кажется, люди, которые играют на хомусах с детства и которых обучают в школе, они такие, медитативные, такие спокойные, любят природу. Да. Вот. И это все очень интересно, познакомиться с такими людьми, пообщаться, побывать на природе. Ну что, давайте, как говорится, с места в карьер. Пока у нас тесто стоит, может быть, ты телезрителям покажешь какую-то часть своих хомусов.
Это же все твоего изготовления? Да, да. И, может быть, даже сыграешь? Да. Как? Я надеюсь, ты не против. Да, Как раз перед конкурсом будет тренировка, да? Разминочка небольшая. Именно так. Я вижу, они внешне даже отличаются. Это просто как бы удобнее держать, либо это для красоты сделано? Как? Да, и то тут влияет. Наши хомусы вот сделаны по технологии, где можно задать рисунок на чертеже, и, соответственно... Как правильно называется вот эта часть, да? Можно я возьму вот одну штуку? Да-да-да. Да. Ну вот эта часть, вот это как называется? Они специально... Ну вот это смычок. Корпус и язычок. А, корпус и язычок, не смычок. Смычок, по-моему, Ну да. скрипки, да? Ага. Два элемента. Да. Ну и когда язычок вибрирует, соединяется с зубами, начинается то, что человек начинает звучать с помощью хомуса. Можно сказать, сам он не звучит, а озвучивает... Ну да, резонаторы. хомут же вот так делаешь, он не играет, да? Да-да-да, То есть озвучивает коснулся. резонаторы, которые заложены в природой. Вот, и, соответственно, можно на нем поиграть. Ну, давайте попробуем. Давай. Техно. Класс. Класс. Ага. А вот этот хомус, чем он отличается? Ну, например? они бывают разных звуков, разной частоты. Условно можно их разделить на высокие, средние, басовые. Вот, и у каждого свое настроение. Высокий он дает такую бодрость, радость. Вот. Басовые они дают такую медитацию, расслабление, погружение. Вот. Среднечастотный что-то между, что-то среднее. Ну вот это ты взял, Вот, да? Вот могу что-то такое уже сыграть более экспериментальное в своем стиле. Давай. Класс. Ну а этот? Вот так вот. А вот это басовый, по-моему, Можно, да? да. На басовом тоже можно что-то интересное изобразить. Браво. Класс. Да, если бы, особенно вот последний хомус, да, если бы я не видел прямо вот не вживую, как ты играешь, да, я по радио услышал, подумал, что за инструменты играют. И вот это особенно последние эти мотивы, да, не похоже. Слушай, я смотрю по технике, да, немножко отличается. Вот и вот. Да, я вот... у меня Это вот разные какая-то техники, да. Вот своя, наверное, технология. якутская вроде как, ну вот, да. Классика же у нас вот так держишь и раз вот так. Ну и некоторые вот так держат, да. Да. А у тебя наоборот. Да, что-то вот у меня пошло как-то по-другому. Я стал играть по-другому, да? от себя, да. Ага.
Есть и свои плюсы, есть свои минусы, вот. Как бы такая техника, просто- она дает просто мощный разные удар. техники и все, да? Да, да, да. скажем так. Просто от себя больше амплитуда движения руки и получается сильнее удар по язычку. И такая получается игра для того, чтобы играть именно вот что-то динамичное, что-то такое бодрое. Ну, амплитуда шире, само собой звук и громче, и это, да, получается. Конечно, Ну да. ну, физически подумать-то, ну, даже это логично. Вот, но я на себя тоже играю, то есть зависит от настроения. Более спокойные композиции я играю как раз боем на себя. Вот. А бывает, что ты исполняешь, ну, допустим, есть же известные мелодии, там, не знаю, там, может, классические, может быть, какие-то другие. Да, да, да. Вот, Это можно вот подобрать мелодию? я подобрал из классиков, вот подобрал Вивальди «Весна». Времена года. Да. И тоже другие пробую подбирать, потому что это очень интересно. Ну, когда со да. скрипками, Да, да. с виолончелью, с флейтами звучит очень оригинально. Вот шутка Баха тоже вот у меня композиция, ну, как кавер-версия есть. Вот, поэтому это очень интересно экспериментировать также и с классикой, и с другими. Да, ну вот направлениями. туда-обратно. Да бывает же, да, сейчас рок-музыканты, например, классику играют. Либо там классический симфонический оркестр играет металлику. Да, вот да, да. какой там Это круто. Unforgiven или там Nothing Else Matters. То же самое, что и, получается, ты можешь это же делать, да? Ну да, это круто, да, Ну. экспериментировать в этом плане. Вот, А ты вообще выступаешь уже да, да. на 3 года уже? Или как давно уже выступаешь? Да, я, в принципе, уже сколько выступаю, лет 5, наверное. Угу. И активно приглашают куда-то, да? Да. Вот недавно пригласили выступать в Мурманск. Я выступал хедлайнером сцены большой вместе с Пелагеей. Вот, было очень интересно. На 3000 человек. Вот, и там звучал Хамус, там как раз и классика была, смешение, и Бах, и электро, и техно, и классический Хамус. В общем, вот так вот такая была Это какое программа. что такое? Шоу музыкальное, да. Шоу музыкальное было? Танцевальное, да. И ты там бацал, да? Живую музыку. Ну, Ну, это классно, наверное. Записи есть где-нибудь, наверное, да? Вы уже ставите? да. Да? Ну, записи вот скоро будут, да. Потому что записали, готовим пока посты. Ага. Вот. А есть свои И- звезды у вас? Ну, у хомусистов. Ну, да, у хумусистов есть звезды. Это Алена Uutai, Ну, конечно. Юлиана Кривошапкина, Ага. ну и еще другие артисты. Их просто на самом деле много. Ага. Вот. И в основном они из Якутии как раз таки. А. Потому что Просто опыт, это- да? Или да, опыт, видимо, такой мощный. Это сказывается, скорее всего, то, что обучают уже в школе, да. как? Да, и да, да. С детства, это скажем всё с так. детства. Чуть ли не с молоком матери впитали некоторые, ну, пошли, как говорится, в Да, гору, это очень классно. Мгм. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас тоже в Татарстане этим занимались. Вот. И надеемся, что мы будем хотя бы сами это развивать. М. Вот, потому что интерес к инструментам растет. Вот. И будем развивать. Так, а тем временем, время у нас идет, уже почти уже 20 минут. Что нам нужно было сделать? Вот у нас, давай-ка я мясо говорю, господи, тесто проверю. Резать надо, да, его? будет? Да, нужно будет резать. Хорошо, ну я надеюсь, ты с этим справишься сам. Да. Я предлагаю сейчас поставить бам-бам-бам-бам-бам-бам на конфорочку масло. Масло, да, еще нужно будет. Так, вот так, вот так. Масло, по-моему, нужно полностью это все влить. Она нужно, чтобы она как фритюр кипела, Да, же, да, да? да. Поэтому время мы не будем ждать. Шумовка у нас есть. Ой, какой звук. Тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум. Это я не специально. У нас музыкальная передача, это все. Мы тоже тут не лыком шиты. Так, пусть это стоит кипеть, или может быть даже вот эту конфорочку выбрать поменьше. По-моему, да, слишком большая для маленького этого. Это мы, да, отключим. И вот пошла. Пусть стоит масло пит, а я даю тебе тесто. Оно должно такое быть? Да.
На мелкие кусочки? Да, мелкие, а потом вообще вот на такие. Надо сделать. Да. А, это как, ну, нужно сделать, видимо, это, да, вообще такие Колбаски, да. колбаски и это. Ну, можно для всевозможные формы. Да? Давай вот это чуть-чуть в стороночку. Я дам тебе. Оп. Это мы уберем. И я даю тебе нож. Согласен? А какие вообще татарские блюда есть? Я потому что сам был в Казани раза 4, наверное. Ну, у нас есть много выпечки различной. Да. Это пироги. В том числе есть такой под названием губадья. Туда кладут изюм, кырт, рис. Много мяса у вас, я знаю. Вот мясные также, да, различные блюда. Азу, шурпа, суп. Вот. Так. Потом плов у нас любят готовить. Так, что у нас еще? А твое любимое блюдо А. какое? Ну, из татарской кухни. Из татарской кухни, ну, вот, в принципе, чак-чак нравится, губадья, А это что? пирог. Пирог такой, Да, вот я то, что говорил, вот пирог с изюмом, с рисом. Такие должны быть, да? Сейчас, Или может быть потоньше, или как? Я просто не знаю. да, наверное, потоньше. Надо потоньше? Но вообще тут момент такой, что у каждого может быть свои формы, Ага. то есть тут можно придумать и свои. Ну, давай. Ты как творческий человек, прямо сейчас придумай свою форму. Я думаю, вот они такие будут у нас. Да. Просто есть чак-чак и еще и больше формы. Вот Вообще такие это здорово. примерно, да. Да? И это нужно же вообще быстро. Я вот сейчас не знаю, как получится, да, я первую давай брошу и посмотрю. Но она нет, по-моему, масло еще не до конца скипело. И она должна же такой приобрести характерный цвет готовности, да? Да, желтый. Желтый, ну. Чуть-чуть рано, кажется, масло. Я поторопился, ну ничего. А много у тебя учеников, желающих учиться? Ты же уже сколько, 3 года уже говоришь, да? 5 лет сам на Да. сцене выступаешь. И через 2 года понял, что, оказывается, я могу людей учить, да? Да, вот есть много желающих, так как у меня есть оригинальные техники, которые пришли ко мне в процессе освоения инструмента. Вот современные различные техники дыхания. Вот, и я активно обучаю людей. Вот я уже примерно лет 7 точно обучаю, потому что я еще раньше начал обучать, чем изготавливал там. Вот. И уже где-то 2000 человек по России обучил. Да ладно. Это онлайн и все прочее, да? Да, онлайн, на ярмарках, Ну, и это очень много. вживую. Это очень много. Вот. Поэтому опыт большой. Да. И видно, как люди, очень интересно наблюдать, как люди с нуля начинают играть, и их это захватывает, и они дальше развиваются с этим инструментом, не только как музыканты, но и духовно. Ну, то есть плане. просто у людей хобби и все, может быть, да? Ну, не все Да, же твои да. ученики выступают, учатся у тебя Да, для в того, основном- чтобы... Да. В основном люди играют для себя, Ну, для медитации, для настроения, для души. ну, или перед друзьями там, да, иногда там раз. Ну да. Ну, выступить, почему нет, да? Конечно, С конечно. друзьями собрался, тусовка, а ты такой, ребята, смотрите, как я могу, раз, да? Тоже же классно. Да. Ну, я такой человек, например, Ну здорово. да. Можно удивить друзей. Удивить друзей, да, сказать, еще ты и такое можешь? Ну, это же классно, когда тебе Да. открывается с другой стороны, да, скажет. А сколько много вообще разновидностей хомуса? Ну, то есть, он же во многих культурах есть. Ну, самый известный, по-моему, якутский, да, или как? Да, Или- разновидностей или- очень много. В разных странах
Практически почти во всех странах присутствует этот инструмент. Более 5000 лет Он уже, да? датируется, да. И, ну, начиналось все, конечно, с деревянных по истории, да. Которые, наверное, ломались на раз, да? Ну, они звучат как бы глуховато, но, тем не менее, природно. Вот. И даже еще я слышал так, что было, на луке играли, то есть вставили к земле лук, то есть боевой лук, ставили к земле, прижимали и к зубам прижимали вторую часть верхнюю и за тетиву дергали, и получался также звук, меняли артикуляцию. Вот. Ильдар, глянь-ка. Ага, вот то, что надо. Это нормально? Да. Получилось! Все, давай, можно чуть побольше уже класть. А давай все-таки перенесем, чтобы нам было удобно. Мы вот сюда его, а то нам это больно далеко, а это мы отключим. Я тут это всевозможно хозяйничаю. Все, забрасываем. Ага. Забрасываем. И сейчас, так как у нас масло уже горячее. А может быть, давай, может, сегодня не будем делать, да, потому что у нас передача потихоньку к своему логическому завершению стремится. А вот сейчас, смотри, уже, опс, кипит. Так, надо, значит, нет, не то. Так, это нолик мы делаем, а вот это семерочка. Слишком сильно масло, по-моему, тоже будет плохо. Я вот этим буду ловить. Рановато. Потому что это все процесс, по идее, очень быстрый. Тут надо быть очень аккуратным, потому что не дай бог обжечься. Это хорош. Ну, по-моему, можно побольше уже бросать. Давай я все этих товарищей выловлю наших. Как говорится, наша главная задача же попробовать. Да, что тут вместе сделано. И давай вместе побросаем, уже можно побольше. Аккуратно. Аккуратно, очень аккуратно надо. Да. Так. Ага. И пусть они кипят. Ну, и запах пошел. Да? Да. Похожий? Да. Расскажи о мастер-классах. У нас мастер-классы же ты же будешь проводить еще в Якутске у нас. Да, вот. А как долго ты вообще приехал? Сегодня Вообще я прилетел? решил приехать на 2 недели, вот, до 27 июня, посетить разные мероприятия. Вот, и вы... И ИСЭХ тогда наш сходить, да? У нас Да, ИСЭХ будет думаю. 26-го здесь. Думаю, да. 25-26. Ну вот. 18 июня вот у меня будет концерт Здесь. сольный, да, можно сказать. Ну, там еще будут приглашенные также артисты, хумусисты. И Я думаю, будет достаточно. мастер-класс. Да. И мы потом уже потихоньку доготовим. А концерт где будет? Концерт И какого будет числа? 18 июня в 19:00 в Бармейстере. Вот там же в Бармейстере в 16:00, чуть раньше, мастер-класс по игре на хамусе. Поэтому Много кому- желающих уже записалось? ну, потихонечку записываются, реклама идет. Надеемся, что будет много. Ну, на мастер-класс, конечно, там ограниченное количество. Я там порядка все не могут. 10-15 человек максимум. Вот, чтобы уделить внимание индивидуальным работе, я, конечно, максимум 15 человек беру и занимаюсь. Вот. А надеюсь, на концерт уже придет побольше людей. Там можно потанцевать, послушать музыку, отдохнуть. Поэтому всех приглашаю. Немножко рекламы. Да, немножко рекламы. Да, почему бы и нет, да? Расскажи, пожалуйста, о увлечениях своих. Какие у тебя хобби есть? И как вообще отдыхаешь? Ну, по сути, хобби это и есть это дело с хамусами. Ну, еще я, бывает, просто гуляю по лесу, на природе, как хобби, да, вот наслаждаюсь видами различными. Вот. Ну и, собственно, надеюсь, в Якутии тоже Посмотреть. все посмотреть, погулять. Что ты знаешь о Якутии, например? Первый раз вообще? Да, в первый раз. Ну хорошо, ты летом приехал. Хорошо. Зимой было бы у тебя Сложнее, да? чуть-чуть другие ощущения были. Я знаю, в Казани тоже бывает холодно, снег бывает, Да, но бывает. да, но у нас тут зимой немножко как-то это. Понимаю, да. Да.
Где ты Ну, планируешь побывать в Якутии? Пока вот точно не знаю, но у меня есть знакомые здесь, которые обещали показать побольше разных мест. М. Вот, думаю, выехать. Ну, Ленские столбы обязательно, наверное, да? Да, Слышал да, про Ленские Ленские столбы? столбы слышал, да. Ага. Может быть, вы что-то порекомендуете? Да, за передачей мы с тобой тогда обязательно пообщаемся. Я могу накидать тебе варианты, которые я сам люблю бывать, с семьей своей, там, родными. Ездим часто отдыхать, ну и показывать. Ну, есть, конечно, обязательные места, которые, ну, нужно увидеть. Ленские столбы, ну, то есть поближе от города, да. Выехать просто на Лену, да, это уже само по себе, это вот огромная река, для многих это, ну, просто. У вас же Волга, да, ну, Волга тоже одна, конечно, из красивейших рек нашей Родины, но Лена, она тоже, она широтой своей, полнотой многих удивляет. Потом за рекой есть местность Булус, где ледник огромный лежит, и он все лето не тает. Ну, то есть 30 градусов жары, а ты можешь по льду бегать. То есть огромные такие глыбы льда, ну, то есть интересная месть. Есть Интересно. местность Кюрюлюр, да, есть такие водопадики такие классные. Ну вот, как-то так. Царство вечное, Здорово. мерзлоты обязательно, да. Запишись в сокровищницу. У нас же много алмазов, драгоценных металлов всевозможных. И вот работы якутских мастеров там ты обязательно увидишь. Ну там нужно заранее записываться, и тоже такой музей. Называется «Сокровищница Якутии». Интересно. Это все в доступности. Ну вот, у нас сообща практически уже все заготовилось. Открываем мед. Сейчас мы вытащим. И как-то такая обязательно горочка должна получиться, да? Вот возьмем, наверное, одну тарелку. Да. Так. Опа. Это же вообще блюдо на большую компанию всегда делают. Я знаю, такие Ну да. горку такую, да? Вот такой полили. Чак-чак. А из других кухонь, может быть, каких-то, какая тебе импонирует больше? Ну, мне нравится, например, итальянская кухня, паста, пицца. Ну, русская кухня тоже вполне интересная. Борщик можно поесть. Да. А есть любимое блюдо, которое ты вообще каждый день бы ел бы? Ну, так все-таки я не заморачиваюсь, честно говоря, потому что интересно, наверное, все-таки есть разные блюда, чтобы всегда как-то вот что-то было новенькое, наоборот. Все, готово? Мгм. Нормально. Это сейчас потихоньку я всех наших друзей выловлю. А как ты относишься к путешествиям? Ну, судя по всему, раз приехал так далеко, не прочь, да? Да, конечно, путешествовать это прекрасно. Главное найти время Да. на это. В России очень много куда, конечно, можно путешествовать. Это тоже очень здорово. То, что внутри одной страны можно посетить очень много разных регионов, и каждый по-своему интересен. Все. Последний. И теперь я предлагаю, ну, уже соорудить горку. Да? Да-да. Так. А может прямо вот так взять, наверное. Ну или как-то как. Или вот шумовкой прямо. Или даже выложить. Так, я думаю, полить Ага. сейчас вот так. Так. И по идее она должна схватиться, ждать так как сироп. Да.
Ну, в нашем случае так, наверное, не получится. Потому что мед у нас жидковатый. Так. Аккуратно. Так, еще полить, да? Ну, что-то похожее получилось. Да. Для первого раза сообща сделали, мне кажется, ну, по-моему, молодцы. Да, Да? это здорово. Я боялся, что тесто может быть как-то так. Я не слишком сильно силен в замешивании теста. У меня бывает либо не дойдет, либо перейдет, либо там как-то на это. Я иногда сам бузы готовлю, А, тесто замешиваю, и у меня то оно крепкое получается, то оно слишком жидкое. То есть как-то, вот, да, пока еще, скажем так, не набил руку. Вот, возьми салфетки. Есть. И чак-чак вообще же руками кушать или как? да. Да? Обязательно руками, да? Ну да. Ну что? как-то. Давай, предлагай. Классно. Классно? Не хуже, чем на родине, да? Или как? Ну да. Действительно не дурно. Свежий чак-чак, вот ну такой вот. Только со сковородки, ну, редко можно. А здесь как раз это получилось. С пылу жару. Да. Вкусно. Как говорится, глаза боятся, руки делают. Два смелых человека собрались, изготовили. Ильдар, спасибо тебе большое, что ты был гостем сегодня передачи, за твой рассказ, за игру особенно, да. Здоровья, удачи и творческих узбеков, как говорится, да, да, чтобы у тебя все дальше получалось, чтобы твое искусство, твоя творческая деятельность развивалась, я хочу тебе пожелать. Ну и ответный реверанс, вот, пожалуйста, на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Желаю всем якутянам процветания, удачи и хорошей погоды. А я еще раз повторю, у нас был в гостях Ильдар Гимадиев, этноблогер, музыкант-хомусист, который пропагандирует и изготавливает сам, у него творческая своя мастерская по изготовлению хомусов, и еще играет. Удачи тебе, Ильдар, приятно познакомиться. А я, Петр Цепандин, на этом потихоньку прощаемся. Программа «Просто вкусно». Будьте здоровы, друзья, берегите себя. А мы что? Мы свежий чак-чак продолжаем кушать. С пылу с жару. У нас с первого раза реально получилось просто вкусно. Я сам даже не ожидал, что оказывается так. Простое же блюдо, да? Набить чуть-чуть руку.